Он лежал на дне оврага, и единственное, что было в мире, это боль и клочок серого, безразличного неба над головой. Как? Как жизнь, что текла ровно и неспешно, как река за околицей, вдруг оборвалась и рухнула в эту холодную, сырую темноту. Здравствуйте, дорогие мои. Усаживайтесь поудобнее. Заварите себе чаю покрепче да послаще. И давайте немного помолчим. Слышите? Так дышит вечер. А в каждом таком вечере, если прислушаться, живет своя история. Сегодня я хочу рассказать вам одну из них. Историю негромкую, но до того настоящую, что кажется, будто произошла она не в далекой книжке, а вот здесь, за околицей, в селе, что зовется Вятское, где Волга-матушка несет свои воды плавно и неспешно, словно сама жизнь. В этом селе, в домике, что притулился у самого берега, жил-был дед Савелий. Человек он был простой, немногословный, с руками, что пахли землей и свежескошенной травой. И был у него друг и помощник, старый ослик по имени Мотя. Вы, может, удивитесь, ослик в ярославской деревне. А что ж тут диковинного? Любви она, знаете ли, ни породы, ни прописки не разбирает. Привез как-то Савелий Мотю еще совсем молоденьким, с южной ярмарки, да так и остались они вместе на всю жизнь. Мотя был ослик неспешный, рассудительный. Шерсть серая, как утренний туман, уши длинные, все на свете слышат, а глаза, ну, таких глаз, скажу я вам, и у людей-то нечасто встретишь. Глубокие, темные, будто два озерца, в которых и мудрость вековая, и печаль вселенская, и такая тихая, преданная любовь, что и словами не выскажешь. Год за годом текли их дни, похожие один на другой, как плетень у огорода. Утром Мотя вез на базар бидоны с молоком, днем помогал деду в поле, а вечерами стоял в своем маленьком сарайчике, жевал сено и слушал, как Савелий, сидя на крыльце, негромко разговаривает с рекой и звездами. И было в этой жизни столько лада и покоя, что, казалось, и не будет ей конца. Но конец, дорогие мои, приходит ко всему. Однажды осенним утром, когда небо плакало мелким холодным дождем, деда Савелия не стало. Ушел тихо, во сне, будто просто шагнул в другую, невидимую нам жизнь. Тишина, что поселилась в доме, была тяжелой, вязкой. Мотя стоял в своем сарае, прислушиваясь к каждому шороху, и все ждал, что вот-вот скрипнет дверь, и знакомый голос позовет: «Мотя, друг, пора». Но дверь не скрипела. А через несколько дней в дом приехали чужие. Дальние родственники из города. Люди быстрые, громкие, с глазами, которые смотрели не на тебя, а сквозь тебя, оценивая, прикидывая. Старый дом, огород, сарай — все имело для них свою цену. Все, кроме старого ослика. «А с этим что делать?» — бросила однажды женщина с тонкими поджатыми губами, кивнув на Мотю. «Куда его?» «Старый, больной. Проку от него никакого, один расход», — ответил ей муж, деловито почесывая подбородок. Мотя, хоть и был ослом, понимал все. Каждое слово, каждый холодный взгляд впивался в его сердце, как колючка репейника. Он, который всю жизнь трудился, который был верным другом, теперь он стал расходом. Старой, ненужной вещью, которую пора выбросить. И они решили.
Не со зла, нет. Просто из деловой хватки. Из той самой городской практичности, в которой нет места для души. Однажды утром, когда туман еще лежал на траве, мужчина вывел Мотю из сарая. Не погнал, не ударил. Просто молча повел за околицу, к старому заросшему оврагу, куда деревенские сваливали всякий хлам. Они стояли на краю. Внизу, в густой тени, было сыро и тихо. Мужчина отцепил веревку, хлопнул Мотю по крупу и, не оборачиваясь, быстро пошел прочь. Мотя остался один. Он смотрел вслед удаляющемуся человеку, и в его большом ослином сердце поднималась такая волна обиды и непонимания, что, казалось, оно вот-вот разорвется. Он сделал шаг назад, к деревне, к дому, который был его крепостью, но копыто соскользнуло с мокрой глины. Мгновение, и мир перевернулся. Небо и земля поменялись местами. Мотя кубарем покатился вниз, по крутому склону, цепляясь за колючие кусты, ударяясь о камни. А потом резкая, ослепляющая боль в боку и тишина. Но где-то там, на самой грани сознания, в глубине его истерзанной души, что-то шевельнулось, крохотное, едва заметная искорка жизни. Тихий, безмолвный голос, шепчущий: «Не сдавайся, это еще не конец». Он цеплялся за эту мысль, как утопающий за соломинку. Он не знал, как, но что-то внутри него говорило, что он должен выстоять. И здесь, в этой яме отчаяния, началась его настоящая битва. Мотя лежал без движения. Тело, покрытое пылью и ссадинами, отказывалось подчиняться. Каждое дыхание давалось с неимоверным трудом, а боль, казалось, поглотила его целиком. Мысли о предательстве, об одиночестве кружились в голове, как стервятники. Но та искорка в глубине души не гасла. Слабый, но настойчивый внутренний голос напоминал, что он не должен умереть здесь. Не так. Прошел день. Жаркое полуденное солнце сменилось вечерней прохладой. Мотя попытался пошевелиться, но острая боль, как тысячи иголок, пронзила все тело. Он вспомнил холодные слова новых хозяев. Проку от него никакого. И от этого воспоминания в его сердце к обиде и печали примешалась тихая, холодная ярость. Как они могли? После стольких лет верной службы, когда на небо взошла полная луна, залив овраг своим призрачным светом, Мотя погрузился в воспоминания. Он вспомнил свою молодость, когда он, полный сил, с гордостью возил деда Савелия по полям. Старик всегда обращался с ним с уважением и любовью. «У каждого в этом мире есть свое предназначение, Мотя», — говаривал он. «И даже в самые темные времена всегда найдется причина, чтобы жить дальше. Но сейчас, без своего старого друга, Мотя чувствовал себя опустошенным, будто его предназначение умерло вместе с дедом. Вдруг тишину нарушил легкий шорох. Из-за камней осторожно высунулась острая мордочка. Маленький лисенок с блестящей рыжей шерсткой и любопытными глазками-бусинками смотрел на Мотю с безопасного расстояния. «Что ты здесь делаешь?» — спросил лисенок тихим, но уверенным голосом. Мотя был так удивлен, что едва смог прошептать в ответ: «Меня бросили.
Я больше ни на что не гожусь. Лисенок подошел ближе, сел рядом и, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на ослика. У каждого есть своя ценность, даже когда кажется, что это не так, — сказал он, и его слова, как теплая вода, начали проникать в замерзшее сердце Моти. Мир испытывает нас так, как мы не всегда можем понять. Но дело не в том, что мир думает о тебе. Дело в том, что ты сам о себе думаешь. У Моти перехватило горло. Никто не говорил с ним так со смерти деда Савелия. Неужели это правда? Неужели он все еще чего-то стоит, даже когда вся его жизнь кричит об обратном? «Я не знаю, смогу ли», — ответил Мотя, чувствуя всю тяжесть своих сомнений. «Я стар. Я сломлен. У меня нет сил». Лисенок спокойно встал и подошел еще ближе. «Настоящая сила не в теле. Она в сердце. Ты ведь дожил до этого момента, не так ли? Это уже признак силы. Если ты сможешь подняться, хотя бы чуть-чуть, значит, ты все еще можешь бороться». Эти слова пронзили Мотю насквозь. Несмотря на боль, несмотря на страдания, что-то внутри него не хотело сдаваться. Может, и вправду еще осталась надежда? С нечеловеческим усилием Мотя попробовал пошевелить ногой. Боль была адской. Но желание не умереть в этой яме было сильнее. Медленно, с мучительными стонами он начал приподниматься. Каждый миллиметр движения отзывался агонией. Лисенок молча наблюдал за ним, и в его глазах светилось одобрение. «Вот так», — тихо сказал он. «Шаг за шагом, дружище. Дорога к свободе никогда не бывает легкой. Но она всегда возможна. Шатаясь, но стоя на ногах». Он справился. Ослик посмотрел на лисенка с благодарностью, но и с новой решимостью в глазах. «Я не знаю, как», — признался Мотя. «Но я не хочу здесь умирать». Лисенок улыбнулся, показав острые зубки. «Это все, что нужно. Остальное придет со временем. Помни, мир может отвернуться от тебя, но у тебя всегда есть выбор. Идти вперед, создать свою собственную судьбу. А у тебя, Мотя, сил больше, чем ты думаешь». С этими словами лисенок попрощался и исчез в тени, оставив его одного во враге. Но на этот раз Мотя не чувствовал прежнего отчаяния. Страх и боль все еще были с ним, но теперь в его сердце было нечто более сильное. Надежда. Все еще израненный, он начал свой долгий и мучительный подъем из оврага. Он не знал, что его ждет, но одно было ясно. Он не сдастся. Не этой ночью. Никогда. Мотя шел вперед. Медленно и тяжело. Тьма ночи окутывала его, а холод пробирал до самых костей. Но это был уже не тот ослик, что утром упал во враг. Что-то внутри него зажглось. Пламя решимости, которое он не мог позволить угаснуть. Несмотря на боль в ногах и горящие раны, Мотя знал, что должен идти. Каждый шаг напоминал ему, что он еще жив, что ему еще есть за что бороться. Подъем был крутым, полным камней и препятствий, которые превращали каждое движение в агонию. При каждом шаге его ноги дрожали, угрожая подкоситься. Но Мотя отказывался останавливаться. В его голове эхом отдавались слова лисенка.
Настоящая сила не в теле, а в сердце. Матя думал о деде Савелии, о годах, что он провел, работая бок о бок с ним. Он вспоминал, как старик всегда гладил его за ушами после долгого трудового дня. И как, несмотря на суровые зимы и засухи, что порой уничтожали урожай, дед Савелий всегда сохранял надежду. «Всегда есть выход», — говаривал старик. И теперь эти слова, казалось, ожили внутри Моти. Но подъем не был легким. В какой-то момент ослик споткнулся о камень и рухнул на бок. Его тело с глухим болезненным стоном ударилось о землю. Удар был таким сильным, что на секунду ему показалось, будто он больше не сможет встать. Он почувствовал, как бешено заколотилось сердце, и отчаяние снова нахлынуло на него. Неужели это все, что его ждет? Упасть и больше никогда не подняться. Матя закрыл глаза, пытаясь успокоиться, пытаясь найти в себе силы. Он вспомнил голос лисенка. Его обещание, что истинная ценность не в физической силе, а в способности идти вперед, несмотря ни на что. Если ты можешь подняться хотя бы чуть-чуть, значит, ты все еще можешь бороться. С неимоверным усилием Моти уперся в землю и начал подниматься. Каждая клеточка его тела кричала от боли, но искра внутри него все еще жила, сильнее, чем когда-либо. Ему удалось встать на ноги, шатаясь, но твердо. Ослик глубоко вздохнул, наполняя легкие холодным ночным воздухом. Он не мог сдаться. Не сейчас. С новой решимостью Мотя продолжил свой путь к вершине оврага. Подъем был медленным, почти невыносимым, но каждый шаг приближал его к свободе. Вес ран и усталости, казалось, становился легче по мере продвижения, словно с каждым шагом он оставлял позади частичку боли, державшей его в плену. Звезды ярко сияли на небе, указывая ему путь, как маленькие маяки надежды. Высокая, величественная луна освещала тропу впереди, давая ему силы не останавливаться. Матя знал, что он не один. Было что-то большее, что сопровождало его, что толкало его вперед. Наконец, после того, что показалось вечностью, Мотя достиг края оврага. Вершина была прямо перед ним, всего в нескольких шагах. С колотящимся сердцем он собрал все свои силы и сделал последние шаги к свободе. Достигнув вершины, ослик остановился, тяжело дыша и дрожа, но стоя на ногах. Он сделал это. Он выбрался из бездны. Он стоял там, под звездным небом, глядя на раскинувшийся перед ним пейзаж. Все казалось другим с этой высоты. Поля, ветер, горы вдали — все виделось яснее, словно своим усилием он обрел новый взгляд на мир. На мгновение Мотя просто дышал, наслаждаясь этим чувством победы, зная, что он сделал то, что многие сочли бы невозможным. Но путь не был окончен. Теперь, выбравшись из оврага, он должен был решить, что делать со своей жизнью. Возвращаться на ферму было немыслимо, не после того, как его бросили. Он знал, что его судьба где-то в другом месте. Но он понятия не имел, где. Однако что-то внутри него говорило, что пока он сохраняет надежду и решимость, он найдет свой путь. Перед тем, как отправиться в путь, Мотя поднял взгляд к небу в молчаливом жесте благодарности. Он на мгновение закрыл глаза. Он знал, что было что-то большее, что помогло ему подняться. И хотя он не мог дать этому имя,
Он чувствовал с этим глубокую связь. Устремив взгляд в горизонт, Мотя начал свой путь. Он победил овраг, но теперь начиналось настоящее приключение. Ночной холод начал отступать, когда Мотя отправился в путь, уходя прочь от оврага, который едва не стал его могилой. Каждый шаг наполнял его смесью усталости и надежды. Раны на его теле все еще болели, но сам факт движения напоминал ему, что он выжил, что он продолжает бороться. Вдалеке на горизонте забрезжили первые лучи рассвета, окрашивая небо в нежные оттенки оранжевого и розового. Мотя шел без определенного направления, его мысли были где-то далеко. Годами его жизнь состояла в том, чтобы работать на деда Савелия, человека, который заботился о нем как о равном. Теперь без него Мотя чувствовал, что потерял свое предназначение. Реальность была суровой, и неопределенность будущего давила на его сердце. Куда пойти старому, израненному ослику, у которого больше нет места, которое он мог бы назвать домом? Слова лисенка все еще звучали в его голове. У каждого есть своя ценность, даже когда кажется, что это не так. Но в тот момент Мотя не мог не чувствовать себя потерянным. Вдруг, пересекая небольшой ручей, он увидел вдали фигуру. Мальчик, не старше 10 лет, сидел у дерева, глядя на воду, с выражением глубокой печали. Мотя на мгновение остановился в нерешительности. За время, проведенное с дедом Савелием, он научился читать человеческие эмоции и видел, что этот ребенок страдает. Мотя колебался. Нечасто ослик по собственной воле подходит к людям. Но что-то в этом мальчике напоминало ему его собственное отчаяние, то чувство, будто весь мир тебя покинул. Не раздумывая больше, Мотя медленно пошел к нему. Мальчик, почувствовав его присутствие, поднял голову. Его глаза были полны слез, а лицо отражало боль, несвойственную его возрасту. Однако, увидев ослика, его выражение сменилось с удивления на любопытство. «Что ты здесь делаешь, ослик?» — спросил мальчик тихим голосом, словно не ожидая ответа. Мотя, конечно, не мог говорить, но он подошел еще ближе, склонив голову, будто пытаясь утешить малыша. Мальчик протянул руку, сначала робко, но потом увереннее, и нежно погладил Мотю по лбу. «Ты ранен», — сказал он, заметив ссадины и грязную шерсть ослика. «Тебе больно?» Мотя не мог ответить, но простое прикосновение мальчика, казалось, облегчило часть его собственной боли. Он остался стоять рядом с ним, чувствуя необъяснимую связь с этим маленьким человеческим существом. Почему-то в присутствии мальчика Мотя не чувствовал себя одиноким. «Меня зовут Толя», — сказал мальчик после долгого молчания. «У моего папы тоже был ослик, но он забрал его, когда ушел из дома, и больше не вернулся». Слова мальчика были просты, но боль за ними была глубока. Мотя это чувствовал. Толю бросили так же, как и его. Возможно, именно поэтому судьба свела их в этот момент, в этом месте. Они постояли в тишине некоторое время, словно понимая, что им не нужны слова, чтобы разделить свою боль. Ветер тихо шелестел в деревьях, и журчание ручья создавало спокойную мелодию, аккомпанирующую этому моменту. «Я не знаю, что мне теперь делать», — продолжил Толя. «Мама очень грустит, а я ничем не могу ей помочь. Мне кажется, я для нее обуза.
Слова мальчика были эхом мыслей Моти. Ослик чувствовал то же самое — ощущение бесполезности, отсутствие ценности в мире, который в нем больше не нуждался. Однако, стоя рядом с Толей, он осознал нечто важное. Его ценность была не в том, что он мог делать физически, а в том, что он мог предложить своим присутствием. Иногда просто быть рядом с кем-то было достаточно. Матя, не раздумывая, наклонился к Толе, мягко прижавшись головой к плечу мальчика в жесте поддержки. Толя обнял его, беззвучно рыдая. Ослик не двигался, позволяя мальчику найти в нем утешение. Через некоторое время Толя вытер слезы и встал. «Спасибо, Ослик», — сказал он с легкой улыбкой первой за долгое время. «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но я думаю, мы встретились не просто так». Матя посмотрел на него своими большими темными глазами, словно отвечая без слов. Они оба были сломлены, но вместе, казалось, обрели немного покоя. Мальчик снова погладил Мотю по лбу, а затем указал на маленький домик вдалеке. «Я живу там с мамой», — объяснил Толя. «Хочешь пойти со мной? У нас не так много, но я обещаю, что буду о тебе заботиться». Мотя не знал, что ждет его в будущем, но в тот момент предложение Толи было более чем достаточным. Ослик кивнул головой, словно принимая приглашение, и пошел рядом с мальчиком к дому. Оба, мальчик, потерявший отца, и ослик, брошенный миром, шли вместе к новому началу. Они не знали, что принесет им завтрашний день, но они встретят его вместе, с надеждой, что, несмотря на трудности, путь все еще предлагает возможность исцелить их сердца. Путь к маленькому домику Толи был тихим, но эта тишина не была гнетущей. Мотя шел рядом с мальчиком медленным, но уверенным шагом, все еще чувствуя боль в ногах, но уже не так остро. Присутствие нового друга придавало ему сил. Толя, в свою очередь, казалось, находил утешение в простом присутствии ослика, словно в Моте он обрел молчаливого товарища по несчастью. Время от времени мальчик поглядывал на него и робко улыбался. И эта улыбка говорила о том, что, хоть боль и не ушла, он больше не чувствовал себя таким одиноким. Когда они, наконец, добрались до дома, Мотя увидел, что жилище Толи и его матери не более чем скромная избушка из потемневшего от времени дерева, окруженная небольшим огородом, который, казалось, едва выживал в ночном холоде. Стены дома видели лучшие дни, а входная дверь слегка покачивалась на ветру, будто готовая вот-вот сорваться с петель. «Небогато», — сказал Толя, открывая дверь. «Но это все, что у нас есть». Матя с любопытством оглядел дом. Несмотря на его потрепанный вид, что-то в этом месте давало ему ощущение уюта. Может быть, это была простота обстановки, а может, та теплота, что исходила от Толи и его отношения к нему. Что бы это ни было, Мотя почувствовал, что нашел убежище. Место, где, пусть и не все было идеально, для него нашлось пространство. «Мама!» — позвал Толя с энтузиазмом, входя в дом. «Смотри, кого я нашел!» Из маленькой кухни, вытирая руки о передник, вышла худая темноволосая женщина. Ее глаза были опухшими, словно она плакала всю ночь, а усталое выражение лица выдавало все заботы, что ее терзали. Однако, увидев Мотю, ее взгляд смягчился. «Толя, где ты взял этого ослика?» — спросила она тихим голосом, в котором смешались удивление и нежность.
«Я нашел его у ручья», — объяснил мальчик. «Он ранен и один, мама. Ему некуда идти, и я подумал, мы могли бы о нем позаботиться. Не волнуйся, я сам все буду делать. Я не попрошу тебя ни о чем». Женщина посмотрела на сына, потом на Мотю и глубоко вздохнула. Она знала, что они не могут позволить себе заботиться о еще одном живом существе, не с тем малым, что у них было. Но она также понимала, как важно для Толи иметь что-то, что отвлечет его, что-то, что даст ему надежду среди его горя. «Хорошо, Толя», — сказала она, наконец, погладив сына по волосам. «Но это будет твоя ответственность. Убедись, что у него есть еда и место для отдыха». Толя с благодарной улыбкой закивал и повел Мотю к небольшому сарайчику за домом. Это было скорее импровизированное укрытие, чем настоящий сарай. Но там было достаточно места, чтобы ослик мог лечь и отдохнуть после долгого дня. Матя вошел в сарай и лег на солому, которую Толя рассыпал на полу. Его тело все еще болело, и раны заживут не скоро, но в тот момент он почувствовал то, чего не испытывал со смерти деда Савелия — чувство принадлежности. Впервые за долгое время он не чувствовал себя обузой, забытым миром животным. Напротив, он чувствовал, что каким-то образом нашел свое предназначение, причину, чтобы жить дальше. В последующие дни Толя с преданностью заботился о Моте. Хоть у семьи и было немного, для ослика всегда находилось немного еды, и Толя следил за тем, чтобы его раны были чистыми, а в холодные ночи ему было тепло. Тем временем Мотя наблюдал, как мальчик, несмотря на собственные проблемы, начал чаще улыбаться, находя в заботе о новом друге отдушину от своей боли. Но изменился не только Толя. Мотя тоже начал чувствовать, как что-то внутри него преображается. Его физические раны заживали медленно, но, что более важно, исцелялось и его сердце. Бремя одиночества, которое он так долго нес, становилось легче, и впервые за долгое время ослик почувствовал, что хотя мир и может быть жестоким, в нем все еще есть доброта. Однажды днем, когда Толя кормил его, мальчик сел рядом и заговорил с искренностью, которая удивила Мотю. «Знаешь, ослик, когда я тебя нашел, я чувствовал себя так же, как ты. Я думал, что папа ушел, потому что я был недостаточно хорош, потому что я ничего не стоил. Но теперь я понимаю, что это не так. Ты не бесполезен, и я тоже. Может, плохие вещи и случаются, но это не значит, что мы не можем идти дальше». Слова мальчика глубоко отозвались в душе Моти. Он тоже верил, что его жизнь больше не имеет ценности, что его время прошло, и ему остается лишь принять свой конец. Но в тот момент, слушая Толю, он понял нечто фундаментальное. Ценность заключается не в том, что мы потеряли, а в том, что мы все еще можем предложить. Даже в самых худших обстоятельствах. Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в нежный золотистый цвет. Матя посмотрел на Толю и на мгновение понял, что они оба нашли нечто бесценное — надежду. Дни превратились в недели, и Мотя начал восстанавливать не только физические силы, но и дух. Боль в его теле медленно утихала, и с каждым днем он мог ходить все дальше, исследуя окрестности маленького домика Толи с большей свободой. Их связь с мальчиком крепла с каждым проведенным вместе моментом.
И Мотя понимал, что в их взаимной компании они оба исцеляются. Толя нашел в Моте больше, чем просто животное. Он нашел друга, молчаливого наперстника, который слушал его в самые трудные моменты. После обеда они часто проводили время в небольшом огороде за домом, где Толя с важным видом пропалывал грядки, а Мотя стоял рядом, терпеливо отмахиваясь хвостом от назойливых мух. Мальчик разговаривал с ним без умолку, делился своими секретами, планами и обидами. Он рассказывал о том, как другие ребята в деревне смеются над ним, потому что у него нет отца, как ему одиноко, и как он скучает по тем временам, когда их семья была полной. Мотя слушал, и в его больших печальных глазах Толя видел то понимание, которого не мог найти у людей. Ослик не осуждал, не давал советов. Он просто был рядом, и его молчаливое, теплое присутствие было для мальчика лучшим лекарством. Постепенно Мотя начал замечать, что его собственная боль, и физическая, и душевная, отступает. Он с удивлением обнаружил, что снова может получать удовольствие от простых вещей. От вкуса сочной травы, от теплых лучей солнца на спине, от тихого вечера в сарае, когда сквозь щели в стенах пробиваются звезды. Бремя одиночества и предательства, которое так долго давило на него, становилось все легче. Он смотрел на Толю, на его худенькую фигурку, на его серьезное сосредоточенное лицо и понимал, что этот маленький человек нуждается в нем. И это осознание своей нужности наполняло его сердце новым, почти забытым теплом. Анна, мама Толи, тоже видела перемены. Ее сын, еще недавно замкнутый и подавленный, ожил. Он стал меньше плакать, в его глазах снова появился озорной детский блеск. Забота о Моте дала ему то, чего не могла дать материнская любовь. Чувство ответственности, ощущение собственной важности. Он больше не был просто несчастным мальчиком, которого все жалели. Он был хозяином, другом, защитником, и эта новая роль преобразила его. Однажды Анна, вернувшись с работы из соседнего села, где она подрабатывала на почте, застала во дворе идиллическую картину. Толя сидел на земле, прислонившись к теплому боку Моти, и читал вслух какую-то книжку. А Мотя стоял совершенно неподвижно, положив свою большую голову мальчику на плечо, и, казалось, внимательно слушал. На мгновение сердце Анны сжалось от нежности. Она подошла к ним, и Толя, подняв голову, радостно улыбнулся ей. «Мам, смотри, Мотя слушает сказку про бременских музыкантов. Мне кажется, он тоже хотел бы стать музыкантом», — серьезно сказал он. Анна улыбнулась в ответ. Она присела рядом, погладила Мотю по шее и тихо сказала: «Спасибо тебе, Серый. Я не знаю, кто ты и откуда взялся в нашей жизни, но ты вернул мне моего сына». Мотя лишь тихо фыркнул и ткнулся носом ей в ладонь, будто говоря, что благодарить не за что. Они просто нашли друг друга в тот момент, когда были нужнее всего. Два сломленных существа, которые, сами того не ведая, стали друг для друга спасением и исцелением. Шли недели. Раны Моти почти зажили, он окреп и начал потихоньку помогать по хозяйству. Он больше не был просто питомцем. Он стал полноценным членом их маленькой семьи, их кормильцем. По утрам Анна навьючивала на него корзины с овощами и зеленью с их огорода, и Мотя, сопровождаемый Толей,
послушно шел на рынок в соседнее, более крупное село. Он шел с гордо поднятой головой, чувствуя свою важность и полезность. Это была знакомая и любимая им работа, и она наполняла его спокойной, тихой радостью. После рынка Толя вел его к реке, где они подолгу гуляли по берегу. Мальчик рассказывал Моте о своих планах на будущее. Как он вырастет, станет капитаном и будет плавать по большим рекам на настоящем корабле. А Мотя слушал, и в его мудрых глазах отражалось и небо, и река, и мечты этого маленького человека, который так неожиданно стал его семьей. Иногда к ним присоединялись другие деревенские ребята. Сначала они издалека с любопытством наблюдали за странной парочкой, мальчиком и его ручным осликом. Но потом, видя, какой Мотя умный и добрый, осмелели и начали подходить ближе. Толя, гордый своим другом, разрешал им погладить Мотю и даже угостить его морковкой. Постепенно насмешки прекратились. Толю перестали дразнить безотцовщиной. Теперь ему завидовали. Ведь ни у кого в деревне не было такого удивительного друга. Однажды теплым летним вечером, когда солнце уже клонилось к закату, Толя, как обычно, сидел рядом с Мотей в сарае. Он долго молчал, гладя его по шее, а потом тихо сказал: «Знаешь, Мотя, я раньше думал, что папа ушел, потому что я плохой, что я никому не нужен. А потом появился ты, и я понял, что это не так. Ты ведь тоже был один, тебя тоже бросили. Но ты не стал злым, ты просто хороший. И я тоже хочу быть таким». Матя посмотрел на мальчика, и в его взгляде была вся нежность и любовь, на которую способно ослиное сердце. Он не мог сказать ему, что ценность любого живого существа не в том, за что его можно использовать, а в том, что оно просто есть. Он не мог сказать, что настоящая сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы каждый раз находить в себе мужество подняться. Но он верил, что Толя и так все понимает. Они сидели в тишине, двое, ослик и мальчик, которых свела вместе беда, но объединила дружба. И в этой тишине было больше смысла и тепла, чем в тысячах слов. За стенами сарая садилось солнце, окрашивая небо в золото и багрянец. И этот закат был похож на обещание. Обещание, что впереди их ждет еще много таких же тихих, спокойных и счастливых вечеров. Лето в Вятском было щедрым. Река лениво несла свои воды, луга пестрели цветами, а воздух был наполнен густым ароматом меда и скошенной травы. Для Моти и Толи это было время открытий. Они исходили все окрестные тропинки, забирались в самые глухие уголки леса и часами сидели на высоком берегу, наблюдая за проплывающими мимо баржами. Мотя, который всю свою жизнь провел в трудах, заново открывал для себя мир, в котором можно было не только работать, но и просто жить, дышать, радоваться солнцу. Их дружба крепла с каждым днем. Они понимали друг друга без слов. Мотя по одному только взгляду Толи угадывал его настроение, а мальчик научился различать десятки оттенков в тихом фырканье своего друга. Но самое главное чудо происходило с их маленькой семьей. У Анны, казалось, разгладились морщинки у глаз. Она больше не выглядела такой измученной и одинокой.
Вечерами, закончив с делами, она выходила на крыльцо, где ее уже ждали сын и Мотя. Она присаживалась рядом, и они втроем молча смотрели на закат. И в этом молчании было столько тепла и единения, что никакие беды уже не казались страшными. Присутствие Моти, его спокойная, надежная сила будто вливалась в них, давая опору. Он стал тем самым недостающим звеном, которое снова сделало их семьей. Однажды на деревенской площади устроили небольшую ярмарку. Приехали торговцы из соседних городов, раскинули свои пестрые шатры, привезли сладости, игрушки, яркие платки. Вся деревня высыпала на площадь. Толя, конечно, тоже потащил туда Мотю. Ослик, привыкший к базарной суете, вел себя спокойно, с любопытством разглядывая цветастые ленты и расписные горшки. Вдруг к ним подошел какой-то заезжий купец, полный, краснощекий, в добротном суконном кафтане. Он с хозяйским видом оглядел Мотю и, цокнув языком, обратился к Анне, которая стояла рядом. «Хороший осел. Крепкий. Продаешь, хозяйка?» «Дам хорошую цену». Анна на мгновение замерла, а Толя вцепился в Мотю так, будто боялся, что его сейчас отнимут. «Он не продается», — твердо ответила Анна, глядя купцу прямо в глаза. «Он член семьи». Купец хмыкнул, пожал плечами и отошел. А Толя прижался к Моте и прошептал: «Я тебя никогда никому не отдам». В этот момент Мотя понял, что обрел не просто крышу над головой. Он обрел настоящий дом. Место, где его любят, не за то, что он может делать, а просто за то, что он есть. И это было самым большим сокровищем в его жизни. Прошло еще несколько лет. Толя подрос, превратился в рослого, крепкого подростка. Но их дружба с Мотей осталась прежней. Они все так же проводили много времени вместе, хоть теперь у Толи появились и новые, человеческие друзья, и новые увлечения. Мотя постарел. Его шерсть еще больше поседела, шаги стали медленнее, а глаза, казалось, смотрели еще глубже, еще мудрее. Он уже не мог таскать тяжелые грузы, да в этом и не было нужды. Жизнь их маленькой семьи наладилась. Анна нашла хорошую работу в городе, куда переехала почта, а огород приносил достаточно, чтобы не голодать. Теперь роль Моти была другой. Он был хранителем дома, живым символом их семьи, ее талисманом. Он встречал Толю из школы, терпеливо ждал Анну с работы. Он был тем центром, вокруг которого вращалась их маленькая вселенная. По вечерам, когда Толя делал уроки, Мотя часто заглядывал в окно, клал свою большую голову на подоконник и молча наблюдал. А Толя, почувствовав его взгляд, отрывался от учебников, подходил к окну и гладил своего верного друга по серой бархатной морде. «Все хорошо, Мотя», — говорил он, — «все хорошо». И Мотя верил ему. Он смотрел на свет в окне, на склонившуюся над книгой фигуру своего мальчика, на тень его матери, снующей по кухне, и его старое сердце наполнялось тихим, безмятежным счастьем. Он вспомнил тот страшный день во враге, холод, боль, отчаяние. Вспомнил слова лисенка. Настоящая сила не в теле, она в сердце. Как же он был прав, этот маленький мудрец. Сила действительно в сердце, в способности любить, быть преданным, дарить тепло, в умении найти свой дом там, где тебя любят и ждут.
Мотя закрыл глаза, вдыхая знакомый запах печного дыма и яблочного пирога. Он нашел свой дом. Он нашел свою семью. Он нашел свою светлую полоску. И он был безмерно благодарен судьбе за этот долгий, трудный, но такой правильный путь. Путь из темного оврага к теплому свету в окне. Путь домой.